Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема – анатомия и физиология сердца. И мы начинаем со стенки, со слоев сердца. То есть сердце имеет 3 слоев. Внутренний слой, средний слой и наружный слой. Внутренний слой называется эндокард. Средний слой называется миокардом. А наружный слой называется что? Эпикард. Запомните, эндокард образован за счет эпителиальной ткани. Миокард образован за счет мышечной ткани. Мышечная ткань, поперечно-полосатый тип, а эпикард образован соединительной тканью. И сердце находится в сумке. Вот эта сумка называется перикард, то есть околосердечная сумка называется, да? Сердце находится в около сердечной сумке, которая называется перикард. Перикард имеет 2 листки. Висцеральный листок и париетальный листок. Париетальный листок. Висцеральный листок покрыто само сердце, а париетальный листок покрыто со стороны ребры. А между ними имеется небольшое количество жидкости. Вот эта жидкость служит для трения. Далее мы проходим анатомическое строение сердца. Сердце человека, как и млекопитающий, имеет 4-камерное строение. Состоит из правой предсердия, левой предсердия, правый желудочек и левый желудочек. Сказали, да? 4-камерный. 2 предсердия и 2 желудочки. Сердце различает 4 клапана. Это 2 створчатые клапаны и 2 полулунные клапаны. Створчатые клапаны находится между предсердиями и между желудочками. У нас имеется 3-створчатый клапан и 2-створчатый клапан. Запомните, 3-створчатый клапан находится между правой предсердией и правый желудочек, а 2-створчатый клапан находится между левой предсердией и левый желудочек.
Трехстворчатый клапан по-другому называется трикуспидальный клапан. А двухстворчатый клапан по-другому называется митральный клапан. В сердце различают 8 сосудов. 8 сосудов. От левой желудочка отходит аорта, а правый желудочек отходит что? Легочной стволь или легочная артерия. Ребята, запомните, мы сказали, в сердце различают 4 клапана, 2 створчатые и 2 полулунные. Именно вот это полулунные клапаны находятся между желудочком и артериями. Между левой желудочек и аортой находится полулунный клапан. Полулунный клапан по-другому называется аортальный клапан. А между правой желудочкой и легочной ствол тоже находится полулунный клапан. Это называется клапан легочной артерии. Легочной артерии. Еще имеется вот 4 легочные вены. И 2 полые вены. Это верхняя полая вена и нижняя полая вена. Ребята, запомните, что те сосуды, то есть сосуды, по которым кровь течет от сердца называется артериями. Вот. Те сосуды, которые через них кровь течет от сердца, называется что? Артериями. И вот это 2 артерии. Сосуды, по которым кровь течет к сердцу, называется венами. Левая половина сердца содержит кровь, которая обогащен много кислородом. А правая половина менее кислородом, поэтому мы нарисуем синим цветом. В сердце имеется особая система, которая называется проводящая система сердца. Проводящая система сердца обеспечивает автоматизм. Что такое автоматизм? Автоматизм – это способность сердца под влиянием самого импульса, который образуется в сердце сокращается. Номер 1. Здесь между 2 полыми венами находится синоартериальный узел. Синоартериальный узел.
А между правый желудочек ближе к правой предсердие ближе к желудочку находится атриовентрикулярный узел. Синоартериальный узел и атриовентрикулярный узел, они соединены между собой с помощью межузловыми пучками. Это какие межузловые пучки? Бахмана, венки Баха и Тареля. Атриовентрикулярный узел далее продолжается в пучок Гиса. Номер 4, да? Пучок Гиса. Пучок Гиса имеет две ножки. Правая ножка и левая ножка. Левая ножка, в свою очередь, имеет две части. Верхняя часть и нижняя часть. И пучок Гиса заканчивается волокна Пуркине. Ребята, существует два круга кровообращения, малый круг кровообращения и большой круг кровообращения. Мы начинаем с малого круга кровообращения. Малый круг кровообращения. Малый круг кровообращения начинается от правый желудочек. Вот отсюда начинается, стрелка же обозначена. Правый желудочек. И в составе легочной артерии или легочной ствол поступает в легкие. В составе что? Легочной ствол. Легочной ствол делится на правый и левый. Левый в сторону левой легкой, а правый в сторону правой легкой. И в легкой происходит что? Газообмен. То есть функция малого круга кровообращения заключается в обеспечении газообмена. В легкой происходит газообмен. И от легких в составе 4 легочные вены, поступает левый предсердий. Вот. То есть малый круг кровообращения начинается от правый желудочек, поступает легкий, происходит газообмен и заканчивается левым предсердием. И вот малый круг кровообращения длится 4-6 секунд. Большой круг кровообращения. Большой круг кровообращения начинается от левой желудочек. Во время систола левый желудочек кровь поступает в аорту. Поступает вот в аорту. Аорта делится на артериями, артериолами и в составе внутренних органов, то есть капилляры, далее идет в капилляры внутренних органов, обеспечивает функцию метаболизма. И отсюда в составе вены от органов
кровь поступает в составе вены, собирается по верхние нижние полые вены. Вот это верхняя полая вена, вот это нижняя полая вена. В составе верхняя и нижняя полая вена поступает в правый предсердий. То есть большой круг кровообращения начинается от левый желудочек и заканчивается правый предсердий. И время большой круг кровообращения 20-22 секунд. Запомните, малый круг кровообращения обеспечивает газообмен, а большой круг кровообращения обеспечивает метаболизм. То есть в метаболизм входит и газообмен, и доставка органам ткани питательные вещества. Благодарю за внимание.